Добрый день, уважаемые родители и абитуриенты! Мы рады приветствовать вас на родительском собрании Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Меня зовут Анастасия, я студентка второго курса, и сегодня я буду вашим гидом по студенческой жизни. Мы разберем вопросы поступления, обучения, а также сможем поговорить с психологом, который даст вам множество интересных советов. Итак, мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать свои вопросы, а в конце этого прямого эфира мы дадим ответы на них. Итак, мой первый гость, первый проректор Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Алмаз Флюрович Мустаев. Здравствуйте. Алмаз Флюрович, вы курируете вопросы развития вуза. Расскажите, пожалуйста, что интересного у нас делается для студентов и вообще, почему стоит поступать именно в Акмуллинский университет? Добрый день, уважаемые родители, будущие студенты Акмуллинского университета. Я постараюсь ответить коротко и с той точки зрения, которая вас интересует, а именно, почему стоит поступать в наш университет. Во-первых, мы гарантируем качество образования не только солидным профессорско-преподавательским составом, большим количеством программ, но и гарантия качества дает государство, потому что буквально в этом году, в начале этого года, мы прошли государственную аккредитацию по всем программам, прошли без замечаний. И на 6 лет мы получили право выдавать документы гособразца по всем направлениям нашей подготовки. Во-вторых, наш университет имеет ряд международных сертификатов качества, прежде всего по педагогическому образованию, ну и по другим направлениям. Во-вторых, я бы хотел отметить, что университет педагогический, но мы реализуем много программ и не педагогического профиля, и даем возможность студентам, например, освоить траекторию педагогическую профессию получить и не педагогическую. Из интересных программ могу назвать генетика, биотехнолог, нанотехнолог, физик, математик. Есть направления в сфере IT, информационной технологии, лингвист-переводчик, специалист в сфере права, археолог, психолог. И, наверное, этот спектр можно продолжать, но я надеюсь, коллеги еще расскажут с точки зрения правил и условий поступления на эти направления. Также наш университет на основе конкурса ежегодно выигрывает достаточно большое количество бюджетных мест. В этом году 1690 бюджетных мест по бакалавриату, магистратуре, в заочной, очной форме. Это тоже очень важно, прежде всего, для родителей, потому что мы, конечно, вас настраиваем прежде всего на бюджетную форму поступления, но и на коммерческие направления у нас тоже демократические цены, они цены государственные, мы не делаем накрутку никакую университетскую. И кроме того, существует система гибких скидок. В этом году она будет касаться как тех, кто, например, поступает на педагогические направления, так и тех, кто обучается, точнее, заканчивает школу с очень хорошими результатами, вплоть до ректорских именных стипендий, дополнительно, например, для тех, кто является победителями всероссийских олимпиад школьников. Также я бы хотел отметить еще очень важное направление – это развитие материально-технической базы. За последние 3 года университет порядка 60 миллионов рублей вложил в развитие базы. Появились очень красивые именные кабинеты, например, ректора МГУ Садовничева Виктора Антоновича, Мустая Карима, ряд совершенно замечательных кабинетов на факультете башкирской филологии, практически в каждом корпусе. Оснащение очень современное, передовое, и могу сказать, что университет очень сильно развивает направление такое интересное, называется оно WorldSkills. Это означает, что наши студенты получают образование на уровне национальных стандартов, и они получают сертификаты, называется это скилл-паспорта, которые выдает структура, которая этим занимается, федеральная, и работодатели тоже имеют представление об уровне подготовки наших студентов. То есть они не только и не сколько, наверное, мы обращаем внимание, это тоже очень важно, на лекции, но очень большая практическая подготовка. Кроме того, наши студенты после 3-го курса в связи с федеральным законом имеют право работать уже в школах. То есть вполне совмещать образование и трудовую свою деятельность. Университет предоставляет большое количество целевых мест. Это тоже сейчас надо рассматривать как
для наших детей гарантия трудоустройства, потому что сейчас в соответствии с новым законодательством целевики получают и дополнительную стипендию, и меры материального поощрения, стимулирования. И я бы хотел отметить еще один очень важный момент, который интересен для ребят. Каждый студент в нашем вузе получает возможность для самореализации. Мы признаны волонтерский центр, центр различных студенческих инициатив. И могу сказать, что каждый студент, который хочет себя проявить, в нашем вузе он находит себе место. Об этом коллеги будут говорить. Отмечу только то, что наши инициативные ребята с первого курса могут участвовать, например, в проектах Росмолодежи, выигрывать эти гранты и реализовывать свой проект в стенах университета. Ну и, конечно, Акмолинский университет – это особая атмосфера, это замечательные преподаватели, особая среда, поэтому я с удовольствием приглашаю вас в Акмолинский университет, мы вас ждем. Я надеюсь, что вы все вопросы зададите нашим коллегам по вопросам поступления, вопросам проживания, вопросам адаптации. И мы вас ждем 1 сентября на линейке первокурсников Акмолинского университета. Спасибо. Благодарим вас, Алмаз Флюрович. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать все свои вопросы. А ответы мы дадим в конце этого прямого эфира. Для школьников сейчас горячая пора. Все озабочены выбором профессии и также поступлением. Именно поэтому мой следующий гость — начальник управления рекрутинга и карьерного развития Илюшина Наталья Степановна. Здравствуйте. Добрый день. Наталья Степановна, второй год приемная комиссия проходит в режиме постоянных изменений правил приема. А есть ли какие-то особенности в этом году? И вообще, как будет проходить приемная кампания? Я бы хотела более подробно рассказать. Можно запустить мою презентацию. Я расскажу все, что на сегодняшний день у нас изменилось, когда мы будем принимать документы и как это будет происходить. Но в первую очередь я хотела бы начать с того, что все-таки университет наш славится вот этими проектами. Мы являемся сетевым университетом ШОС. А также наши студенты являются послами русского языка, так как мы являемся опорным вузом по продвижению русского языка в других странах. И, как уже говорил Алмаз Флюрович, мы одни из активных участников движения WorldSkills. Наши студенты активно принимают участие и выигрывают в том числе призовые места. А на этот год у нас достаточно большой спектр специальностей и направлений. У нас в колледже 15 специальностей, 126 различных направлений по различным профилям в бакалавриате. 101 направление в магистратуре, и также есть, конечно, аспирантура, достаточно большой тоже выбор профессий. Как уже сказали, мы такой уже большой, достаточно старший, такой, достаточно давно на рынке образовательных услуг. У нас большая инфраструктура, это 12 корпусов, 7 общежитий, у нас есть свои бассейны, спортивный комплекс и еще много-много всего разного интересного, то, что будет как раз-таки полезно для студентов. Ну и, как уже говорилось, востребованность специалистов наших — это наш главный плюс, потому что, как мы знаем, все-таки в основном мы готовим педагогов, а потребность в этой сфере достаточно большая. И у нас столько заявок поступает ежедневно, что я думаю, что любой выпускник найдет спокойно себе работу. Ну и немножко о структуре нашего университета. У нас 5 институтов, 4 факультета и колледж. И, как видите, они достаточно все разносторонние и охватывают большой спектр специальностей, и практически любую профессию можно у нас получить. И я бы хотела, наверное, больше так акцентировать внимание на тех новых направлениях, которые вот впервые мы будем набирать в этом году. Здесь есть и инженерные, и педагогические. Вот совершенно новые направления мы готовим в этом году, будем готовить. Учителей начальных классов со знанием башкирского языка, воспитателей со знанием башкирского языка. Вот есть такая потребность, потому что появляются новые полилингвальные школы, где как раз-таки нужны такие кадры. Есть у нас вот совершенно новое направление, это тоже прикладная информатика в здравоохранении. Первый раз будет набор, это будет инженер, который может работать в учреждениях здравоохранения. Есть вот и психологические, спортивные направления, поэтому вот кому интересно, я думаю, можете на сайте ознакомиться более подробно, что это за направление. У нас также вот прошли Дни открытых дверей, можно тоже на сайте посмотреть записи и посмотреть, что там интересного и нового. То, что касается бюджетных мест именно по бакалавриату, потому что в основном все сейчас будут поступать на первое высшее, это бакалавриат. И, конечно же, в основном желательная форма обучения — бюджет. У нас именно по бакалавриату 1168 мест. И по
6 укрупненным различным группам. И как видите, в основном, конечно, наши бюджетные места, они на психолого-педагогических направлениях. А следующее, как раз-таки уже более, я хотела бы остановить и акцентировать свое внимание на тех нюансах, которые коснутся приема документов. Наверное, уже многие, кто интересовался поступлением, знают, что второй год все приемные кампании работают в режиме дистанционном. Но в этом году есть такое послабление. Если не изменится наша санитарная эпидемиологическая обстановка в регионе, то можно будет приехать и лично сдать документы. А если дистанционно сдаем документы, то это будет происходить через наш официальный сайт. Там будет такая большая красная кнопка, не промахнетесь, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете. И очный прием — это нужно будет просто прийти с теми документами, о которых расскажу позже, и все то же самое, но сделать под нашим присмотром. Будет специальный консультант, который вам все поможет сделать и оформить. Если вы настраиваетесь на очный прием, то нужно будет подъехать к нам по адресу улица Октябрьской революции, 3А, второй корпус. И у нас будет 2 этажа, полностью отведено под прием документов. Здесь я хотела бы отметить, что впервые в этом году приемная комиссия будет работать без выходных, то есть и субботу, и воскресенье с 9 утра до 6 вечера, чтобы, в принципе, всем было удобно в любое время подать документы. А следующее, то, что касается сроков. Я здесь тоже акцентировала внимание только на очную форму обучения, бюджет, потому что она в первую очередь всех волнует. Если что-то вдруг будет не получаться с этой формой обучения, то мы уже будем подсказывать, что делать. Прием документов у нас начинается с 14 июня. Несмотря на то, что это выходной, мы будем работать и вас ждать. Поэтому можно будет приехать со всеми документами и их подать. Теперь здесь я хотела бы обратить внимание на очень такие важные нюансы по поводу срока завершения приема документов. Как вы видите, есть разные сроки. Есть срок завершения приема документов у тех, кто поступает только по результатам ЕГЭ. И есть срок завершения тех, кто поступает по результатам ЕГЭ и доп. Экзамена. Что это значит? Есть такие направления специальности, которые предусматривают какие-то дополнительные экзамены, которые проверяют какие-то знания и навыки. Ну, например, если поступаете на направление, связанное с музыкой, нужно будет, конечно, проверить, есть ли у вас какие-то музыкальные способности. Поэтому будет дополнительный экзамен. То же самое обычно на спортивных направлениях. На логопедии, например, там будет проверка дикции. Поэтому вот если вы ознакомились с перечнем экзаменов, и там видите, что есть какой-то творческий экзамен, который у вас не сдавали вы по такому экзамену ЕГЭ, то значит, у вас точно будет внутренний экзамен. И значит, здесь нужно будет чуть-чуть пораньше сдать документы, 25 июля. Если вы выбрали ту специальность, где у вас только 3 предмета, и они все у вас есть по перечню ЕГЭ, тогда вы до 29-го. Это связано с тем, что те люди, которые поступают с дополнительным экзаменом, им нужно немножечко дать время, чтобы они успели сдать этот внутренний экзамен. А следующая очень важная дата — это прием согласий. Вот уже второй год в связи с пандемией мы зачисляем не по оригиналам документов, не по наличию, а по наличию согласия на зачисление. Здесь такая ситуация может сложиться, что, допустим, абитуриент набрал очень много баллов, он проходит на бюджет, но если он не дал свое согласие на зачисление, а другой абитуриент, у которого было меньше баллов, но он дал согласие, то будет зачислен второй абитуриент. Поэтому очень внимательно следите за личным кабинетом и смотрите, где и как принимаются согласия, что нужно для этого сделать. Очень внимательно за этим следим. Сроки тоже разные. И здесь тоже появляются такие понятия, что 4 августа мы принимаем согласие у тех, кто поступает по особой квоте. О них я отдельно расскажу, кто это такие, кто имеет право. И 11 августа это те, кто поступает по общему конкурсу. То же самое с зачислением. Сначала будут зачислены первая волна, те, кто поступает по квотам, и уже вторая и последняя волна, те, кто поступает по общему конкурсу. Вот здесь тоже нововведение. Раньше общий конкурс мы закрывали в 2 волны. Очень удобно было отслеживать ситуацию, что если что-то вдруг вы передумали, изменили, можно было быстренько перекинуть документы. В этом году такого не будет, поэтому нужно сразу определиться с тем направлением итоговым, на которое хотим поступить. Следующее, то, что касается приема документов, здесь тоже есть небольшое изменение. Появился новый документ, который до этого не требовался. Теперь не только паспорт и аттестат нужно будет сдать, но и СНИЛС. Если поступают после колледжа, либо на второе высшее, то нужно будет предъявить диплом с приложением, как документ, на базе которого будете поступать.
Здесь еще тоже вот хотела рассказать о нововведении. Впервые можно будет подавать на 5 направлений одновременно. Это сделано для того, чтобы так раз-таки можно было выбрать, посмотреть по конкурсной ситуации, выбрать наиболее желаемые и наиболее подходящие направления, чтобы было, как сказать, пространство такого для выбора. И очень часто вот поступает вопрос в этом году, ну и в том году тоже, нужна ли медицинская справка. В этом году медицинскую справку не нужно будет предъявлять, только вот эти 3 документа, которые я сказала. И здесь тоже, наверное, важно отметить, что поступающий может не только принести оригинал аттестата, да, он может принести либо копию, либо есть такое понятие электронный образ документа. Если абитуриент поступает дистанционно, то достаточно сделать либо скан с документов, либо фотографию хорошего качества. И здесь вот большая просьба к тем, кто вот уже определился, что будет точно сдавать дистанционно документы. Проверьте качество фотографий, прежде чем прикреплять, потому что очень часто бывает, что просто нечитаемые документы, и мы их не можем принять. И вот тоже родители очень часто спрашивают, нужно ли заверять документы, нужна ли цифровая подпись. Нет, ничего не нужно, достаточно просто будет сделать скан, либо фотографию ваших документов. Но здесь тоже такое вот уже второй год нововведению. Те абитуриенты, которые поступают в такой сложный период, из-за того, что можно при поступлении не сдавать оригинал, то после того, как мы вас зачислим, в течение 1-го года оригинал все-таки нужно будет принести в университет и сдать в деканат. Если вы этого не сделаете, то может сложиться такая ситуация, мы будем вынуждены вас отчислить через год за нарушение порядка приема. Поэтому тоже не забудьте донести до нас оригинал. Ну и второе тоже такое важное замечание. Обязательно нужно будет пройти в течение 1-го года медицинский осмотр. Особенно для тех специальностей, которые связаны с педагогикой. Следующее нововведение, вот оно, наверное, больше всего понравится абитуриентам. В этом году абитуриент имеет право выбора, правда, небольшое право, но все-таки выбор. Есть, как я уже говорила, 3 экзамена при поступлении. Русский — это обязательно для всех, и еще 2 предмета, которые как бы связаны с направлением. И вот, например, здесь то, что вот у меня в презентации указано биология, видите, да, 1 предмет указан, его нужно будет сдать обязательно. А там, где указано в скобочках еще какой-то предмет, здесь абитуриент сам может выбрать. Он может представить результаты либо по математике, либо по обществознанию, либо он может представить оба результата ЕГЭ, мы уже автоматически выберем тот, который наибольший. И, соответственно, здесь есть такая лазейка, возможность, когда если абитуриент какой-то предмет лучше знает, и там больше баллов, можно, конечно, улучшить свою конкурсную ситуацию. А следующее, то, что вот многие на это не обращают внимания, но это очень важный момент. У нас установлены минимальные баллы при поступлении. Что это такое? По каждому предмету установлены такие проходные баллы. Если у вас ЕГЭ по какому-то из этих предметов ниже вот этого указанного, то мы просто не сможем у вас даже принять эти документы. И нужно будет искать другой какой-то вариант для поступления. ЕГЭ действует с 2017 года на этот год приема, поэтому если кто-то сдавал в эти года, они действительны. Здесь тоже вот такое замечание, что не обязательно ждать результатов ЕГЭ. Вы можете подать документы, и мы автоматически уже с федеральной базы подгрузим результаты, и вам ничего не нужно будет нам приносить, доносить, все автоматически будет видно. И вы уже в личном кабинете будете видеть свою конкурсную ситуацию, свой рейтинг в списке поступающих. Теперь тоже популярный вопрос у абитуриентов. Какие же средние баллы нужны при поступлении? Здесь все, конечно, зависит от факультета, от специальности, от направлений. Но вот я сделала такую выборку по факультетам, бюджет, коммерция. Здесь я тоже хочу сделать такое замечание, что средний балл — это естественно, что у кого-то он может быть 100, у кого-то он может быть на уровне проходного. Но уже видно, какие факультеты наиболее такие востребованные у высокобальников, где немножко ситуация такая полегче. В основном, конечно, не знаю, расстрою или нет, вот Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций пользуется популярностью, там очень много высокобальников, поэтому кто туда хочет поступать, нужно постараться сдать ЕГЭ, конечно, максимально на максимально высокий балл, чтобы участвовать в конкурсе на бюджет. А следующее понятие, вот, с которого все очень путаются, но очень хотят знать, какой был проходной балл, какой он будет. А очень часто спрашивают, какой проходной балл в этом году. В этом году мы проходной балл узнаем только в конце приемной комиссии.
А проходной балл это такое понятие, которое по прошлому году оценивается. Вот я здесь такой пример сделала, чтобы объяснить, что это такое, и чтобы не было таких вопросов непонятных. Вот, например, у нас 3 бюджетных места, и 4 человека подавали документы. Соответственно, не все могут пройти, пройдет только 3 человека. В данном случае первые 3 вот у нас проходят, и Петрова выбыла из конкурса, потому что не добрала баллы. И вот как формируется проходной балл? Как мы видим, самый маленький балл по сумме всех 3 экзаменов у Петрова. 139 баллов. Вот это и есть проходной балл в данном случае. Поэтому вот ориентироваться на проходной балл не совсем, наверное, корректно, потому что мы не знаем, какой самый высокий балл. Он может быть максимально, если 3 экзамена, он может быть 300. Поэтому здесь вот лучше ориентироваться в комплексе и на минимальные баллы проходные, и на проходной балл, и на средний балл ЕГЭ. Тогда вы, может быть, более четкую картину будете знать по вашему направлению, на что вам стоит ориентироваться и что ожидать. Ну и вот здесь, наверное, мой самый любимый вопрос абитуриента, что нужно сделать, чтобы поступить на бюджет точно. Здесь могу только дать один совет. Нужно сдать максимально на 100 баллов, наверное, все 3 экзамена, тогда вам бюджет обеспечен. Следующий вопрос, конкурсная вот ситуация, тоже популярный вопрос. Тоже он, конечно, формируется в процессе поступления. Так вот не могу сказать, какая будет конкурсная ситуация в этом году. Но я вот сделала выборку по тем направлениям, которые у нас самые популярные. Самое популярное — это там, где изучают иностранные языки. И видите, здесь почти 30 человек на место. Но здесь хочу сделать тоже такой комментарий. Мы понимаем, что один абитуриент, скорее всего, подал на все 3 направления, и он участвует в конкурсе в каждом. Поэтому, когда вы видите, что очень большая конкурсная ситуация, не стоит отчаиваться. Нужно смотреть ваши рейтинги, нужно смотреть день, когда будут подавать согласие на зачисление, и именно смотреть, сколько человек это сделал и подал согласие. И считать только этих людей, потому что подать могли 200 человек, а подать согласие могло, не знаю, 50. Как бы ситуация гораздо улучшается. И есть, конечно, те направления. Вот здесь, вот, например, представлены такие творческие. Здесь казалось бы, что конкурс 3 человека на место, но они очень специфичные. У нас не все, например, сдают рисунок, не все умеют петь, танцевать, поэтому конкурс и меньше складывается, потому что зависит от каких-то дополнительных навыков и способностей. Следующее, что вот очень часто вызывает вопросы, есть ли какие-то льготы при поступлении. Льготы есть, но для особых категорий граждан есть такое понятие «особая квота». Это означает, что по каждой специальности и направлению мы выделяем 10% от бюджетных мест на тех абитуриентов, которые обладают теми правами, которые здесь перечислены. Например, дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы. Вот если вас здесь нету, в какой-то вашей жизненной ситуации здесь нет, значит, скорее всего, вы не можете претендовать на вот это льготное поступление. Но в чем плюс именно вот этой квоты? Как я уже говорила, вот 10% от бюджетных мест выделяется на квоту. Это означает, что, например, если у нас было 20 бюджетных мест на направление, 10% это 2 места на квоту, соответственно, если 2 абитуриента только подали документы на эти 2 места, и эти абитуриенты хотя бы набрали проходные баллы, они уже будут зачислены. Если подадут документы 3 человека, то, соответственно, 2 людей с наибольшей суммой баллов пройдут на эти бюджетные места. Поэтому это, конечно, с одной стороны упрощает процесс поступления, но нужно, конечно же, подтвердить свои права на участие в этом конкурсе и на эту квоту. Но есть еще одна такая квота. Здесь уже не нужно никаких-то особых прав. Это может быть любой абитуриент этим может воспользоваться. Есть такое понятие «целевое обучение». Здесь тоже университет имеет право выделить где-то от 10 до 50% от бюджетных мест на квоту. Здесь все зависит от направления. На педагогических это у нас 20% мест. Здесь тоже отдельный конкурс абитуриентов, но есть одно «но». Нужен договор о целевом обучении. Что это такое, где его брать? Здесь все просто. Вам нужно найти организацию, в которой есть потребность в кадрах. Ну, например, если мы рассматриваем систему образования, скорее всего, потребность в кадрах будет в школе, и, допустим, нужен учитель физики. Значит, вам нужно подойти в школу, переговорить с директором и обговорить условия договора о целевом обучении. Там есть нюанс в следующем. Во-первых, нужно заключить договор. В договоре должны быть меры поддержки студента в период обучения.
Это может быть стипендия, это может быть компенсация дороги, общежитие, что-то такое, что помогает студенту в процессе обучения жить, что-то там, получать какие-то выгоды. И также работодатель гарантирует, что после завершения обучения выпускник уже получит рабочее место на 3 года минимум. Поэтому здесь, когда вы выбираете себе заказчика, нужно очень внимательно это как бы взвесить, потому что бывает, что потребность в кадрах нужна, допустим, в каком-то другом районе, вы живете в другом, либо, например, школа не может заказать себе по целевому обучению переводчика либо эколога, потому что в школе потом невозможно будет трудоустроить этого выпускника и будет нарушение условий договора. А за нарушение условий договора предусмотрены штрафные санкции. Поэтому лучше до этого не доводить, сразу подойти осмысленно к выбору заказчика. И тогда вы будете иметь право участвовать в отдельном конкурсе и претендовать на целевое обучение. И, конечно же, когда вы принесете к нам в приемную комиссию, либо будете прикреплять свой договор, не забудьте проверить, есть ли дата регистрации и номер договора. Это, и, конечно, подписи с печатями, потому что это обязательное условие в договоре. Ну а дальше мы там уже будем с вами работать, подсказывать, что и как. Уже сейчас можно на сайте посмотреть квоту целевого обучения и квоту, особую квоту. Есть на сайте в разделе «Целевое обучение», там прикреплены документы, можно по направлениям посмотреть. Следующее, то, что касаемо платного обучения. Очень много уже поступает вопросов, сколько будет стоить. Вот примерно, я пока еще приказ не вышел, приказ в процессе, вот пока вот такая секретная информация. Как вы видите, цены у нас примерно по уровне прошлого года. По педагогическим направлениям 115 тысяч — это в год стоимость. Платить можно будет либо по полугодиям, либо по кварталам. И если вдруг интересует этот вопрос, сколько стоит на заочке, либо на очно-заочной форме обучения, здесь вот такой диапазон в зависимости от направления от 30 до 48 тысяч рублей по заочной форме и от 32 до 65 это по очно-заочной. Вот 65, сразу могу сказать, это тоже направление дизайн, оно самое дорогое во всех вузах, потому что там специфика подготовки, поэтому все остальное в пределах 35 где-то так вот тысяч будет. И новшество в этом году. Мы продумали такую систему скидок для тех, кто будет поступать к нам на коммерцию, потому что иногда на те направления, которые хотелось бы поступить, просто не бывает бюджетных мест. Поэтому вот если вы относитесь к одной из этих категорий граждан, можете рассчитывать на скидку. Единственное, сразу предупреждаю, скидки не суммируются, потому что бывают вопросы, что многие на 100% рассчитывают по сумме различных скидок. Здесь нужно обратить внимание, что когда вы будете претендовать на скидку и когда вы будете заключать договор и оплачивать обучение, здесь сразу нужно будет предъявить все подтверждающие документы. Самая большая скидка у нас 25%, достаточно такой большой объем. Мы здесь, конечно, в первую очередь поддерживаем своих выпускников, те, которые завершили наш колледж, также те, кто проявил какие-то успехи в учебе, это победители, призеры Всероссийской олимпиады, это вот победители, призеры нашей олимпиады Акмулинской, те, кто участвует активно в движении WorldSkills. И также у нас есть целый блок скидок для тех, кто занимается активно спортом и имеет там какие-то такие большие заслуги. Например, члены сборных команд, это вот мастера спорта различные. Поэтому здесь независимо от самого вида спорта, главное наличие документов, и тогда мы сможем вам предоставить скидку. Здесь по поводу скидки еще хотела уточнить, что скидки у нас предусмотрены будут только на очную форму обучения, поэтому обратите на это внимание. Ну и наши контакты. Здесь вот я хотела бы тоже дать совет, наверное, и абитуриентам, и родителям, чтобы не было лишних вот таких недопониманий, каких-то ситуаций конфликтных. Обращайте внимание только на ту информацию, которая публикуется в официальных источниках. Это у нас вот наш телефон горячей линии, он многоканальный. В период приемной кампании он будет работать очень активно. У нас есть социальные сети ВКонтакте. Здесь тоже мы обязательно отвечаем на все вопросы, смотрим практически в режиме реального времени, стараемся отвечать. Есть наша почта официальная и есть наш официальный сайт. Любая информация, которую вы увидели вне вот этих источников, очень внимательно нужно к ней относиться. Лучше
свяжитесь с нами, уточните, так ли это или нет. Ну, я думаю, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Если вот есть уже какие-то вопросы, я готова Наталья на них Степановна, ответить. да, есть вопросы, которые хотелось бы у вас уточнить. Итак, первый вопрос. На схемах размещения корпусов университета не совсем понятно, в каком корпусе располагается приемная комиссия. Приемная комиссия располагается у нас во втором корпусе. Это адрес Октябрьской революции 3А. Здесь ориентир такой. Во-первых, памятник Мифтахиддину Акмуллы и бегущая строка красная. Это как раз тот корпус, в который вам нужно будет зайти. Дальше вас уже сориентируют, здесь будут указатели, вы не потеряетесь. Спасибо. Так, следующий вопрос. В каких числах будет проходить вступительный экзамен по рисунку? Сейчас сложно сказать конкретную дату, потому что мы расписание должны будем вывесить только 15 июля, до этого оно формируется. И здесь нужно будет внимательно следить за обновлением сайта. Где-то числа 10, наверное, июля мы уже постараемся вывесить расписание итоговое, и можно будет посмотреть. И также я хотела бы тоже здесь так вот в тему пошло. Будут еще перед экзаменами онлайн-консультации через YouTube-канал. Можно будет посмотреть, если не успели посетить консультацию, можно будет просмотреть ее в любое удобное время. Там все записи сохранятся. И еще один вопрос. Обучение студентов будет проходить в разных корпусах или в одном определенном? Если в одном, то хотелось бы узнать, в каком проходит обучение художественно-графический факультет. Ну, здесь все просто. Художественно-графический факультет, он обучается у нас в первом корпусе, максимум доходит до второго, это буквально через дорогу. А так, в основном, конечно, образовательный процесс строится в одном своем корпусе. Единственное, есть такие специфичные какие-то дисциплины, да, где специалисты или какие-то лаборатории, кабинеты находятся в другом корпусе. Тогда возможно перемещение. Но в основном практически все факультеты занимаются либо вот в районе нашего вот этого второго корпуса, либо уже полностью в своем корпусе, далеко не выходя. Ну что ж, спасибо большое, Наталья Степановна. Мы с вами не прощаемся. И в конце эфира вы ответите нам на все наши интересующиеся вопросы. Ну что ж, также очень много вопросов поступает уже сейчас по поводу того, какая поддержка оказывается студентам в период обучения. И у меня в студии начальник отдела социальной и психологической поддержки обучающихся Мирсоедова Лейсан Анваровна. Здравствуйте. Добрый день, Анастасия. Добрый Лейсан день, уважаемые Анваровна, участники. что входит в социальное обеспечение студентов? Социальное обеспечение — это комплекс мер, которые направлены на создание и поддержание достойного уровня для жизнедеятельности обучающихся. Вообще социальное обеспечение включает в себя несколько направлений. Остановлюсь на каждом направлении отдельно. В первую очередь медицинское сопровождение обучающихся, бесплатное. Вот Наталья Степановна говорила о том, что сейчас справки 086 не требуются, но в первый год обучения студенты должны пройти медосмотр. Так вот, ВУЗ на основе договора организует проведение данного медицинского осмотра. Мы сотрудничаем с поликлиникой номер 1 города Уфы и направляем студентов организованно на основании графика на медосмотр. Там их принимают терапевт и узкие специалисты. Все это проводится бесплатно. После того, как выходит приказ о зачислении студентов, для того, чтобы студенты до начала учебного процесса уже имели представление, скажем так, и мы тоже, да, факультеты имели представление о состоянии здоровья студентов. Для чего делается медосмотр? Для того, чтобы вовремя выявить какие-либо нарушения, так ведь? Чтобы иметь представление о здоровье студентов, чтобы определять группы здоровья для занятий физической культурой. После первого курса такой же медицинский осмотр обязательно для студентов проводится на третьем курсе. Второй момент, на который тоже нужно обратить внимание в рамках социального обеспечения, это организация досуга, скажем так. Ну, это, конечно, в широком смысле слова, но тем не менее. Алмаз Фарович уже говорил о том, что наш вуз славится тем, что у нас очень хорошо построена работа со студентами в плане развития студенческой самодеятельности. В нашем вузе функционирует более 30 различного рода студенческих объединений, причем направления тоже разные. Это и спортивные студенческие объединения, и творческие, и культурные, и общественные, то есть студенческие объединения, которые занимаются общественной деятельностью. Это и волонтерский центр. Здесь есть для студентов возможность реализовать себя, показать себя, расти, развиваться, развивать свои компетенции. Кроме этого, в нашем вузе обязательно предусмотрено стипендиальное обеспечение студентов.
Скажите, пожалуйста, а какие виды стипендий вот у нас существуют в университете? А в нашем вузе назначаются и выплачиваются все виды стипендий, предусмотренные федеральными нормативными актами. Это в первую очередь государственная академическая стипендия, которая выплачивается студентам в зависимости от успехов в учебе, но студентам первого курса выплачивается до первой промежуточной аттестации фиксированная сумма, которая тоже предусмотрена федеральными нормативными актами. Помимо этого, нуждающимся студентам выплачивается социальная стипендия. Она предполагает обязательную поддержку тех студентов, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Кого мы туда относим? Это в первую очередь студенты-сироты, студенты, которые имеют инвалидность, студенты, которые испытали на себе последствия каких-либо ядерных радиационных катастроф, студенты, которые являются получателями государственной социальной помощи. Каждый случай рассматривается индивидуально. Если студент, который является сиротой, поступает в наш вуз и представляет документы о том, что у него такой особый статус, то, соответственно, мы его принимаем на полное гособеспечение, и он получает те выплаты, которые предусмотрены, опять же, федеральным законодательством. Студент находится на полном гособеспечении до окончания учебы. Это что касается студентов-сирот. Что касается студентов-инвалидов, то для этих студентов тоже обязательно выплата социальной стипендии. Причем социальная стипендия для студентов первого и второго курсов, которые обучаются на хорошо и отлично, может быть в повышенном размере. То есть студенты первого и второго курсов, это именно те, которые получают высшее образование, исключая колледж, имеется в виду, могут показать себя в учебе, проявить себя в учебе, показать хорошие результаты и претендовать на повышенную государственную социальную стипендию. Это очень хорошее подспорье для студентов, поддержка хорошая, потому что размер данной стипендии равен прожиточному минимуму. Спасибо большое. А как происходит поощрение тех студентов, которые проявили особые успехи в учебе? То есть, например, победили в престижном конкурсе или, например, что-нибудь изобрели? Хороший вопрос. Студенты, которые показывают себя в учебе, как я уже говорила, это особая категория. Во-первых, претендуют на повышенную государственную социальную стипендию. Но если студент рядовой, скажем так, не входит в эту особую категорию, но проявил себя либо в учебе, либо в науке, либо в общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности, то он может претендовать на повышенную государственную академическую стипендию. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за особые достижения в той или иной области. Студент может быть показать хорошие результаты в разных видах деятельности и, соответственно, суммарно приложить свои результаты. Может проявить себя в одной из этих названных видов деятельности и, таким образом, предложив свой пакет документов, претендовать на повышенную государственную академическую стипендию. Это метод поощрения студентов. Кроме того, я хотела бы еще сказать о том, что у нас в вузе помимо обязательной государственной академической стипендии, помимо социальной стипендии, выплачиваются еще и стипендии президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации. На эти стипендии могут претендовать студенты, которые тоже проявили себя и показали высокие результаты. Ну и бывают еще именные стипендии. Вот у нас есть студенты, которые получили стипендию имени Мифтахетдина Акмуллы, учрежденную в нашей республике. Ну что ж, Лейсан Анваровна, спасибо большое. Я не сказала еще про материальную помощь. Да, а если какая-то, я так понимаю, что это некая поддержка для нуждающихся или студентов, которые находятся в трудной жизненной ситуации? Да, об этом надо отдельно сказать. Почему? Потому что каждый студент может оказаться в ситуации, когда у него тяжелое материальное положение. Ситуации бывают разные. И поэтому, когда студент оказался в такой ситуации, он может написать заявление, а поскольку эта материальная помощь, она выплачивается только на основании личного заявления, написать заявление и обратиться в Департамент по воспитательной работе и молодежной политики с заявлением или обратиться в деканаты на своем факультете, то есть там уже подскажут, что и как, куда, и получить единовременную материальную помощь. Это поддержка для тех студентов, которые испытывают затруднения финансовые, материальные, в связи с определенными ситуациями, которые возникли на тот момент.
Хорошо, спасибо большое. Ну а я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваши вопросы, на которые мы ответим в конце нашего прямого эфира. Также одним из важных аспектов поддержки студента — это предоставление общежития. Этот вопрос волнует многих родителей, и нам поможет разобраться с нюансами заселения и проживания директор студенческого городка Рахматуллина Регина Айратовна. Здравствуйте. Добрый день. Регина Айратовна, все ли первокурсники обеспечиваются общежитием, и что для этого нужно? Ну, сначала расскажу про студенческий городок в целом. Наш студенческий городок расположен в центре города, получается, в 20 минутах ходьбы от большинства корпусов наших учебных. Включает он в себя 7 общежитий, где проживает более 3500 студентов. Общежитие предоставляется студентам очной формы обучения, бюджетникам, а коммерческим студентам по мере возможности, по мере свободных мест. Для того, чтобы заселиться в общежитие, вам необходимо, когда вы подаете документы, указать, что вам необходимо общежитие, а уже потом, после зачисления, когда выходит приказ, вы приходите уже на заселение по графику. Мы делаем специально несколько потоков для того, чтобы не было столпотворения, чтобы вам было комфортнее быстрее заселиться. Потому что помимо этого вы там еще проходите и тестирование, и получаете пропуска. В каждом общежитии расселение идет в комнаты 2-, 3-, 4-местные. У каждого факультета есть свое общежитие. У нас 3 общежития благоустроенных с удобствами в комнате, с туалетом, ванной, а 4 общежития с удобствами на этаже. Но в каждом общежитии есть функциональное помещение для того, чтобы заниматься в свободное от учебы время, готовить уроки, спортивные комнаты, комнаты отдыха. И также есть бытовые комнаты, это сушильно-прачечные, гладильные. Ну и, соответственно, там, где с удобством на этаже, то, соответственно, душ. На кухнях у нас, помимо стандартных плит, есть также для удобства проживающих микроволновые печи и термоподы, так как пользоваться внутри комнаты по пожарной безопасности ими запрещено. Также у нас в Студгородке есть медицинский пункт, общий для всего Студгородка, паспортный стол. Для детей семейных студентов у нас в 2 общежитиях функционирует детский сад, центр временного пребывания ребенка Котов Кидс. Это вот при университете нашем созданы для детишек. И также у нас есть штатный психолог, по всему помогающий нашим студентам, проживающим в Студгородке и, в принципе, всего университета, в случае, если у вас возникают какие-то проблемы. Спасибо большое. А также следующий вопрос. Если первокурсник не смог заселиться в срок, он может заселиться в начале учебного года? Да, мы заселение проводим в течение учебного года. Соответственно, если вы не успели подъехать в график вашего заселения, то и в сентябре, и в течение всего года мы можем заселить. Спасибо. Следующий вопрос, который, наверное, волнует также студентов и их родителей. Сколько стоит проживание в общежитии? Проживание в общежитии варьируется в среднем. Это 1100-1200 рублей. Есть особые правила проживания в общежитии? На что-то стоит обратить внимание нашим абитуриентам, их родителям? Да, конечно. Самое главное правило, что вы все, когда оформляетесь, получаете договор найма жилого помещения на определенную комнату, на определенное койко-место. Соответственно, вы должны жить там, где вас оформили, не переселяясь самовольно куда-то и, соответственно, не предоставляя свое жилое помещение для проживания посторонних. Также есть стандартное правило, что на территории университета, соответственно, общежития запрещено курить, распивать алкогольные напитки, приносить их, распространять наркотические вещества, соответственно, и употреблять их, и приносить. А в целом студенческая жизнь, она у тех, кто живет в общежитии, очень веселая. У нас есть студенческие советы, которые организовывают досуг, и структурные подразделения, которые отвечают за воспитательную работу в общежитии. Поэтому ждем. Благодарю вас, Регина Айратовна. Ну что ж, дорогие друзья, мы ждем ваши вопросы в прямом эфире, на которые потом ответят
наши уважаемые эксперты. Ну что ж, и мой последний гость — это человек, который очень тесно работает со студентами, педагог-психолог Макарова Светлана Аркадьевна. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день всем тем, кто нас сегодня смотрит, родителей наших будущих студентов и самих детей, которые, возможно, скоро войдут в наши стены. Светлана Аркадьевна, сейчас школьники и родители испытывают стресс, нервничают из-за ЕГЭ. Что вы можете им посоветовать? Ну, первое, что хотелось бы посоветовать, это смириться с тем, что экзамены и в том числе ЕГЭ — это, конечно, стресс. И чтобы достойно, с меньшими потерями пройти этот экзаменационный марафон, необходимо к нему подготовиться. Во время его прохождения мы тратим много ресурсов наших. И это не только интеллектуальные ресурсы, но и психологические, и физиологические. Поэтому на чем хотелось бы в первую очередь остановиться? Это на том, чтобы вы создали условия, помогли создать условия вашим детям, чтобы они хорошо высыпались. Полноценный сон – залог хорошего состояния. Ребята должны спать не менее 8 часов в день, в сутки, и засыпать до полуночи, потому что такой сон является наиболее полноценным и обогащающим. Что еще? Ну и то, что комната, да, где спит ваша дочка или сын, должны хорошо проветриваться, должны оснащаться кислородом. Далее, полноценное питание. Питание интеллектуала, да, а именно кем является абитуриент, он тратит свой интеллектуальный потенциал, должно быть хорошо оснащено белками и витаминами. Поэтому основной акцент на мясо, мясо птицы, на рыбу, на различные продукты, богатые кальцием, творог, яйца, плюс овощи и фрукты, которые будут обогащать ваших деток витаминами. Больше всего расходуются витамины при такой повышенной интеллектуальной нагрузке. Это витамины группы В и магний в стрессовой ситуации. И вы должны позаботиться о том, чтобы эти витамины у них восполнялись. Что еще? Дети не должны заострять внимание только, да, на как раз умственной вот этой вот подготовке и сидеть по много часов за столом, готовясь, или, может быть, они сидят, может быть, они лежат, но в любом случае они статичны. Да? У них должна быть физическая нагрузка. Пусть она не такая, не в таком объеме, как в обычное время, но физическая нагрузка должна быть включена. Это обязательные прогулки на свежем воздухе, это выполнение зарядки, физических упражнений. Если ребенок ходит в секцию, соответственно, да, он продолжает заниматься. Может быть, режим немножечко он сбавит, но физические упражнения обязательно должны быть включены. Любит ребенок плавать, значит, он плавает, посещает баню, замечательно. Все это будет помогать снимать стрессовую ситуацию. Плюс ваша поддержка. В первую очередь, да, это ваш контакт, понимание своего ребенка, понимание того, что ситуация непростая, ему сложно, вам, конечно, сложно тоже. Поэтому постараться воспринять ее как рабочий процесс. Такой сложный, но рабочий процесс. И не заряжать своей тревожностью свою дочь или своего сына. Справляться с собственной тревожностью самостоятельно, выполняя те же самые рекомендации, которые я сказала, рекомендации, которые были адресованы вашим детям. То есть живите своей обычной жизнью, да, не создавайте, так скажем, ситуацию войны. Если посмотреть непосредственно на психологические какие-то рекомендации, то здесь нам могут помочь техники релаксации или расслабления. Но вот я хочу сейчас к вам обратиться, потому что у меня руки заняты. Я бы сама сейчас показала, но если вы позволите. Да.
Ну, тогда вам надо положить микрофон пока. Сжимайте ваши ручки в кулачки так, чтобы большой палец был внутри. Вдыхайте. Спокойно вдыхайте и начинайте выдыхать. На выдохе вы все сильнее и сильнее сжимаете кулачки. Максимально сжимаете кулачки на выдохе. Когда воздух полностью ушел из вашего организма, вы начинаете вдыхать и расслабляться. Разжимать пальчики. Пальчики ослабевают, разжимайте. Обвисают. Становятся мягенькими, нежненькими, летучими. И повторяем все сначала. Вы вдохнули, дальше выдыхаете и сжимаете все крепче и крепче кулаки на выдохе. А затем, когда воздух ушел, вы на вдохе, вы вдыхаете и расслабляете ваши ручки. Пошевелите ими. Так надо повторить не менее 5 раз. Чтобы усилить эффект этого упражнения, надо закрыть глаза и повторить упражнение с закрытыми глазами. То есть такое небольшое упражнение в какой-то стрессовой ситуации поможет человеку отвлечься и расслабиться. Также нам смогут помочь техники самовнушения. Самовнушение должно быть позитивное. Ребенку надо придумать, для себя фразу, составить фразу небольшую, короткую, 5-7 слов, можно вообще 3-7, от 3 до 7 слов, которая бы могла включать его такое боевое, веселое, хорошее настроение. Например, «Все будет хорошо», «Я владею ситуацией», «Без сомнения я справлюсь». Я сама использую какие-то такие установки, такие выражения, когда мне надо настроиться на работу, а одолевают мысли сторонние, я себе говорю: все потом, сейчас только я и клиент. Если эту фразу говорить неоднократно, то есть многократно, она уже входит в твое подсознание и помогает тебе настроиться на нужное какое-то состояние. Также у нас есть приемы для саморегуляции памяти. Саморегуляция памяти здесь что нам может помочь? Чтобы лучше запоминать материал, можно использовать ассоциации. Чтобы материал у нас ассоциировался, можно визуальная какая-то картинка это быть, либо это может быть какое-то слово. Например, надо нам запомнить теорему Пифагора. И есть такое выражение всем известное, что пифагоровы штаны во все стороны равны. Веселая фраза, и мы запоминаем, что равносторонний треугольник, у него все стороны равны. Такие вещи можно подбирать для наиболее сложного запоминающегося материала. Для саморегуляции внимания. Выбрать время, чтобы вам никто не мешал, никто не отвлекал. Но это должны тоже об этом позаботиться родители, чтобы у ребенка свободная комната, чтобы никто его не отвлекал в процессе обучения никакими посторонними уже делами и хождениями. Далее. Чтобы настроиться, можно читать материал вслух. Прочтение материала вслух поможет его, опять-таки, лучше воспринимать. Надо хорошо понимать материал. Для, опять-таки, качественного запоминания мы должны наш материал хорошо понимать. Если мы не понимаем, он все равно будет уходить. Так, иногда, в любом случае нам нужна смена деятельности. И поэтому многочасовое сидение за столом,
оно нам будет не столько помогать, сколько мешать. Поэтому регулярно, да, делать паузы. Что в это время? Да? Нам нужно встать, походить, сделать несколько физических упражнений, подойти к окну, посмотреть в окно, заметить, что там за окном, да, не просто бросить взгляд. Может быть, листочки на ветке посчитать или цветочки на ветке посчитать. Вот. Если вы уже чувствуете, что усталость вас одолевает, то лучше остановиться, прервать свой учебный процесс, выйти на улицу и устроить себе небольшой отдых. Накануне экзамена надо, опять возвращаюсь к самому началу, это полноценно выспаться. Неправда, что для того, чтобы доучить, иногда не хватает вот одной ночи или там 1 часа. Таким образом мы просто переутомимся, и у нас включится такое защитное притупление, да? Мы просто не сможем воспроизвести даже ту информацию, о которой владели. Вот. Поэтому мы спим, встаем отдохнувшими, с ощущением своего здоровья, бодрости, боевого настроя, и в этом случае все у нас будет хорошо. Спасибо. А расскажите, пожалуйста, с какими проблемами сталкиваются первокурсники в ВУЗе и как вообще этого можно избежать? Сказать вот опять-таки, что когда приходит первокурсник в ВУЗ, и мы можем как-то так вот его подготовить, что он совершенно избежит любой проблемы, да, то это какой-то, получается, первокурсник-робот. Вот. У нас у всех проходит период адаптации, когда мы приходим в новое место, да, и значит, включаемся в какую-то новую роль, обретаем новый статус. У нас есть адаптация в детском саду, у нас есть адаптация в 1 классе, да, и, естественно, есть адаптация в ВУЗе. Другое дело, насколько легко и насколько она безболезненно пройдет у первокурсников. Вот это вот наша задача. Для этого организованы и групповые, и индивидуальные формы нашим вузом. К групповым что относится? Но это у нас адаптационный лагерь движения, который проходит 30-31 числа. Это первый этап адаптационного лагеря. Создается специально для того, чтобы помочь первокурсникам влиться в студенческую жизнь, чтобы сориентировать их со структурой, с формой, да, с работой вуза. Это таким образом проходит первый этап. Далее идет в ноябре 2-й этап, уже студенческие группы. Он проходит в студенческих группах, где дается обратная связь, насколько удачно удалось студентам влиться. Они делятся своими какими-то впечатлениями, своими какими-то переживаниями. Еще в учебный процесс включен уже много лет, включен социально-психологический тренинг. Включен прямо в учебный процесс, он идет не после основного обучения, да, не после основного времени, а он встроен в учебный процесс, проходит, как правило, в сентябре, в октябре и занимает не 1, не 2 часа, а несколько часов. Несколько часов там, в зависимости от факультета, где-то он длится там 8 часов, где-то он может длиться и более количество часов, где с ребятами работают преподаватели психологического факультета и в форме тренинга помогают им также адаптироваться, познакомиться и лучше узнавая друг друга, да, снять вот эти проблемы адаптации. Если же у кого-то все-таки остались какие-то индивидуальные проблемы, либо просто человеку хочется поработать с психологом индивидуально, допустим, в групповых занятиях он осознал, почувствовал, что ему нужна какая-то личная помощь, да, личная психологическая, то любой студент нашего вуза может обратиться за психологической помощью непосредственно ко мне. И я, как педагог-психолог нашего университета, оказываю эту помощь
любому желающему. А вот бывают такие ситуации, что школьник поступил не на ту специальность, которую хотел, ну или не прошел по конкурсу. Как быть в такой ситуации вот школьникам и их родителям? Ведь школьники воспринимают все очень остро. И нужно ли сразу рассматривать такой вариант в процессе поступления? Вопрос, который вот сейчас прозвучал, он звучит достаточно часто. Я могу сказать, что это, к сожалению, один где-то третий по частоте обращения вопросов. Как правило, первокурсники с такими вопросами не обращаются. Это возраст где-то 2-й курс, окончание 2-го курса, начало 3-го курса, когда ребята начинают осознавать, что я учусь чему-то не тому, я пошел куда-то не туда. Чаще всего это бывает связано с реализацией потребностей родителей. Ну вот так многие родители для себя определяют, где должен учиться их сын или их дочь. Конечно, из самых благих побуждений, но у ребенка, допустим, нет туда склонности, но хорошие девочки, хорошие мальчики привыкшие слушать своих родителей, идут на поводу, вопреки часто своим желаниям. Потому что когда они приходят за консультацией, иногда некоторые из них бывают достаточно в плачевном состоянии, вплоть до состояния депрессии уже. Потому что родителям сказать о том, что они не удовлетворены, они не могут. То есть вот нет такого достаточного контакта с родителями, чтобы донести эту информацию, что мне мама, папа, мне плохо, да? Я не хочу здесь учиться, а от того, что я не могу про это сказать, мне становится еще хуже. Вот. Я выбрал не тот факультет. Оказывается, я хочу учиться по другой специальности. Когда человек уже озвучивает вот эту вот проблему, ему становится гораздо легче. И в рамках, в стенах одного вуза, да, одной организации вопрос этот на самом деле решить не так уж сложно. Здесь я обращаюсь уже к своим коллегам, мы созваниваемся, мы обговариваем, да. Если есть возможность, например, перевести с факультета на факультет, то избирается такой вариант. У нас другой вариант, что у нас сейчас обучение бывает, да, оно же у нас не идет такое, то есть оно у нас блочное, скажем так, да. Сначала дети у нас получают степень бакалавриата, и у них одна специальность. Если они не удовлетворены, они могут поменять специальность и пойти в магистратуру уже совершенно по другой специальности. Так, например, я сама преподаю, да, на факультете психологии в том числе, у нас учились и математики в дальнейшем, да, где-то на стыке математики и психологии, математические методы в психологии, брали такую специальность, да. У нас учились ребята из ИСТФАКа, учились из других вузов. Я не говорю, что психологическая наука самая лучшая. Я просто с этим ближе знакома. Могу привести такие примеры. Вот. То есть я хочу сказать к тому, что этот вопрос, он решаем на самом деле. И далеко не все в 17 лет могут уже основательно определиться с выбором профессии. Самое главное — быть в контакте со своими детьми, слышать их, и тогда вы эти проблемы сможете решить. А мы в этих вопросах вам поможем. Спасибо большое, Светлана Аркадьевна. Пожалуйста. Ну что ж, мы надеемся, что данные советы будут полезны нашим зрителям. Ну что ж, а теперь мы переходим к ответам на вопросы. И со мной в студии вновь Наталья Степанова. Наталья Степановна, что ж, некоторые вопросы я вам сейчас зачитаю. Итак, первый вопрос. На какие факультеты нужны ЕГЭ общество и история? Секундочку, здесь вот нужно будет мне подсмотреть. Я скажу, на какие специальности и направления можно будет по этим экзаменам поступить. Так.
Как вариант, можно, конечно же, получить профессию учителя истории. Это педагогическое образование с профилем, если на заочке, это один профиль история, и есть еще, если на очке, то это история и обществознание. И там, потому что у нас есть выбор, либо историю можно предъявить, либо математику. В вашем случае у вас будет ЕГЭ как раз русский, обществознание и история. Так, следующий еще был, по-моему, один вариант. Сейчас, секундочку, Также, подскажу. ребят, интересуют проходные баллы. Сейчас, секундочку. А есть еще такое направление профессиональное обучение, профиль экономика и управление. Там тоже можно будет предъявить ЕГЭ по истории. Так, еще также есть направление профессиональное обучение с профилем право и правоохранительной деятельности. Там тоже есть история. Единственное здесь нюанс. Здесь нужно будет русский и математика обязательно. И на выбор общество либо история. Поэтому здесь внимательно нужно будет смотреть перечень вступительных испытаний. И сейчас, секундочку, по-моему, еще был один вариант. Так. Также есть еще вариант профиль у педагогической специальности, обществознание и английский язык. Здесь на выбор можно будет предъявить либо историю, либо иностранный язык. Вот про эти программы, вот если вы видели, у нас есть двухпрофильный бакалавриат, это 5-летний бакалавриат, но вы получаете как бы две профессии, да, вы будете учителем по 2 профилям. Поэтому тоже обратите внимание на эти направления, очень так, удобно. Так, и еще есть вариант, тоже единственное здесь, конечно, нюанс, что на выбор либо история, либо обществознание, это есть лингвистика, перевод и переводоведение профиль, либо библиотечная информационная деятельность, там профиль референт-аналитик и как бы референт-аналитик информационных ресурсов. Вот такие варианты есть. То, что касается проходных баллов, я уже говорила. Здесь, конечно, чем больше у вас баллов как бы по сумме, тем лучше, тем выше ваши шансы поступить на бюджет. Если уж так вот примерно говорить проходные, по сумме 3 экзаменов, ну, минимум такой, наверное, это 140 баллов. Это вот такой прям очень-очень минимум. Потому что бывает, конечно, что прям совсем по минималке, если у нас 40 баллов по 3 предметам примерно, да, это 120. Но это очень на большую удачу нужно рассчитывать, что примерно все ребята придут с такими баллами, тогда вы пройдете. К сожалению, обычно конкурсная ситуация, знаете, бывает больше гораздо. Спасибо. Следующий вопрос. Будут ли проводиться курсы по подготовке к вступительному экзамену рисунок? И когда? В каких числах? Как таковых курсов обычно не бывает. Можно будет посетить нашу консультацию. Если прям вот очень-очень много вопросов, таких вот профильных каких-то, да, то можно будет выйти на связь с факультетом и конкретно уже спросить у того преподавателя, который как бы это все разрабатывал, он может прояснить какие-то вопросы, нюансы. Если нужны контакты факультетов, это, в принципе, художественно-графический факультет. На сайте можно зайти на наш официальный сайт, там есть такая кнопочка «Структура университета», и можно найти телефон и прямо позвонив в деканат и уточнить, вот, кому можно обратиться. У меня вот такой вот очень-очень узкопрофильный вопрос по рисунку. Здесь вам уже подскажут, кому обратиться. И также, как я уже говорила, перед экзаменами у нас будут онлайн-консультации по рисунку в том числе. И если интересно, то можно посмотреть на нашем YouTube-канале. В прошлом году были консультации. Там как раз-таки тоже по рисунку она была. Поэтому примерно, чтобы вот иметь представление, что будет на экзамене, можно посмотреть. Единственное, что в этом году немножко отличие. В том году у нас все дистанционно было. В этом году вот такие творческие экзамены все-таки будут в очном формате. Нужно будет приехать. Здесь это удобнее, наверное, для рисунка, чем дома рисовать. Здесь атмосфера, у вас будут созданы условия. Спокойно нарисуете в определенное время то, что вот вам дадут на экзамен. Вы сразу ответили на следующий вопрос как раз про вступительные экзамены. То есть они будут проходить в очной форме уже. Здесь есть отличие. Если вы, те, кто поступает по ЕГЭ, там все просто. Там есть только вариант, когда вот этот профильный экзамен, он будет очный. А если же вы поступаете после колледжа, например, либо на 2-й высший, там есть такие экзамены, как русский, математика, биология, то это будет в дистанционном формате. Здесь нюанс такой сразу хочу опыт прошлого года учесть. Очень внимательно нужно будет следить за личным кабинетом. Там будут приходить на вашу почту, на которую вы зарегистрируете личный кабинет, будут приходить все ссылки, где сдавать экзамен, логины и пароли. Вот многие ребята забывали пароли от почты в процессе волнения. Вот как говорили, стрессовая ситуация, куда-то записал, забыл, потерял, экзамен начался, что делать? Здесь обязательно тоже, наверное, чтобы не было стресса такого, да, когда
перед экзаменом узнайте все, посмотрите все консультации, проверьте время доступа к экзамену, что там, и обязательно внимательно читайте, что написано. Например, если где-то предусмотрен реферат, да, и нужно прикрепить документ, в каком формате это нужно сделать, на что нажать. Некоторые вот еще были такие ошибки, не дожимали до кнопки «прикрепить», файл не прикреплялся, они думали, что прикрепился, соответственно, получалась такая ситуация очень грустная. Поэтому все очень внимательно, не надо стрессовать, аккуратно, внимательно все читаем, спокойно сдаем экзамены. И тоже, вот, наверное, очень много вопросов дети задают, можно ли пересдать. Пересдача не предусмотрена. Пересдача предусмотрена только в том случае, если была какая-то такая ситуация, что вы по каким-то уважительным причинам не смогли явиться на экзамен. Например, это болезнь, это какие-то действительно форс-мажорные обстоятельства, которые можно подтвердить каким-то документом. В этом случае мы можем вам разрешить сдать экзамен в резервный день. Это в расписании тоже увидите такой день. Это не для всех, кто провалился, это для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамен. Следующий вопрос. Как будут проходить экзамены при поступлении в колледж на физическую культуру? Здесь тоже будет очный формат, нужно будет присутствовать. Если интересно, что будет на экзамене, здесь он так называемый ОФП, основы физической подготовки. Программы вступительных испытаний уже вывешены. Можно посмотреть, что будет на экзамене, какие нормативы нужно будет сдать, где искать этот документ. Наверное, вопрос сразу возникает. Нужно зайти на наш официальный сайт и найти кнопку «Абитуриенту». Когда вы вот на нее попадете, нужно будет воспользоваться функции поиска и прямо вбить в поиск, в строку поиска программа вступительных испытаний, программы. И вы как раз-таки перейдете на страницу, где по всем вступительным испытаниям, которые проводятся в нашем университете, есть программы. Там что, как расписано, сколько времени дается на экзамен, какие вопросы, как готовиться, по каким учебникам. Это все там расписано, поэтому можно уже сейчас посмотреть и быть готовым к консультации, задавать уже такие предметные вопросы, которые действительно вам не ясны. Поэтому все уже есть, размещено. Следующий вопрос. Как проходит физкультура? Есть ли выбор? Например, кто-то занимается гимнастикой или растяжкой, кто-то идет на какие-то более подвижные игры, или для всех все-таки проходит все стандартно? Здесь, конечно, такой очень узкопрофильный. Я единственное могу сказать, что есть ребята, которые занимаются видами спорта какими-то, состоят в наших сборных командах. Да, у них немножко физкультура по-другому проходит. Вообще тоже обычно предоставлялся такое право выбора. Можно было выбрать бассейн, вот еще в мое время. Девочки ходили, например, на гимнастику, на аэробику, мальчики ходили в бассейн. Можно было какими-то видами спорта тоже заниматься. Здесь, конечно, не могу вам сказать, что будет с 1 сентября. Вдруг что-то поменяется, я сейчас вам тут навру, потом будете предъявлять на факультете. Право выбора всегда есть. Если вы каким-то спортом занимаетесь, вам, скорее всего, будут поддерживать, чтобы вы это продолжали. Скорее всего, будете даже где-то в наших сборных, выезжать на какие-то там соревнования, чемпионаты. Это тоже все у нас поддерживается. Следующий вопрос. С какого числа можно подавать документы? Документы можно будет уже подавать буквально с 14 июня. Как я уже говорила, не обязательно ждать, когда у вас будут результаты ЕГЭ на руках. Можно уже сразу все прикрепить. Ваши результаты мы узнаем. Если боитесь, что вдруг не успеете, у нас достаточно большой период для подачи документов. Это я уже говорила про даты завершения приема документов. Это там начало августа. Поэтому такой большой период, вы точно успеете, думаю, с этим справиться. Поэтому не переживайте, не надо всем 14 июня бросаться и пытаться подать документы. Все нормально, успеем. Так, спасибо. Следующий вопрос. На творческом экзамене специального дефектологического образования задания будут точно такие же, как и на сайте? Если задания вы посмотрели в программе вступительных испытаний, значит точно такие же. Поэтому внимательно их изучите. Там, насколько я помню, 2 стихотворения, которые нужно будет прочитать, проявить все свои таланты и дикцию, чтобы доказать, что у вас нет каких-то дефектов, чтобы именно иметь право вот этой деятельностью логопедической заниматься. Поэтому очень внимательно посмотрите. И посмотрите, тоже рекомендую, в прошлом году как раз тоже была консультация по этому экзамену. Я думаю, там советы тоже будут дельные, можно уже немножечко так подготовиться. Следующий совет у нас по общежитию. Спрашивают, для каждого факультета свое общежитие или вперемешку? Для каждого факультета свое общежитие обычно определено. Здесь обычно, как сказать, все перваши с одного факультета в одном общежитии. Очень удобно, обычно никаких тут проблем не возникает.
Спасибо. Следующий вопрос. Нужно сначала подать документы, а потом сдать творческий экзамен или наоборот? Нет, тут все логично. Если вы к нам не подали документы, мы о вашем существовании просто не узнаем, что вы хотите сдать экзамен, даже если придете. Поэтому сначала подаете документы. У вас в личном документе вы увидите отметку, что ваши документы приняты, либо увидите, что что-то, ну, чего-то, может быть, не хватает, что-то не в таком качестве вы там сделали. Когда вот у вас будет уже все хорошо, вы увидите, вам будут назначены экзамены. Вы об этом тоже узнаете, увидите, ссылки все к вам придут. Там, где очно, у вас будет расписание размещено, поэтому спокойно в день расписания приходите в ту аудиторию, которая назначена. Заранее, кстати, тоже совет, да, вот, чтобы не было неожиданностей. Какие-то экзамены могут проходить на тех факультетах, где будет потом обучение. И некоторые факультеты у нас удалены, вот как бы немножко от главного корпуса. И чтобы не было сюрпризов в день экзамена, заранее посмотрите, в каком корпусе, вот на это обратите внимание, у вас будет экзамен, чтобы точно в нужное место приехать. Следующий вопрос вновь по специальности. Математика, обществознание, русский. Какие направления? Ой, вот здесь вот с этим набором очень большой спектр направлений, я думаю, практически везде. Математика, вот единственное, я хотела уточнить, профильная, надеюсь, профильная, да, потому что бывает, что базу вроде в этом году не сдают. Так, математика, русский, обществознание. Здесь, конечно же, открыты все специальности, где есть творческий экзамен, потому что там обычно как раз-таки русский либо математика, либо обществознание, поэтому можно рассмотреть такие варианты. Так, например, есть такое направление педагогическое, профиль информатика, информационные технологии. Там математика либо информатика. Потом география есть направление, начальное образование — это учитель начальных классов, дошкольное образование — это вот воспитатель будет, художественное образование. Я говорю, практически любое педагогическое направление вы можете выбрать. Когда вы будете тоже вот в личном кабинете регистрироваться, у вас тоже будет выбор, вы там по своим ЕГЭ, которые отметите, у вас тоже сформируется перечень направлений, специальностей, куда можно подать документы. Поэтому не бойтесь, что промахнетесь. Это сделать будет невозможно. Дальше также спрашивают экономика и право, я так понимаю, специальность, на коммерческой основе или бюджетной? У нас существует? есть профиль экономика и управление, и есть право и правоохранительная деятельность. Там есть и бюджетные, и внебюджетные как бы места. Здесь такие они очень популярное направление, поэтому здесь нужно постараться сдать ЕГЭ максимально удачно, потому что там это одна из тех специальностей, где 20 человек на место. Поэтому готовьтесь. Также спрашивают, на всех ли факультетах есть бюджетные места? На всех факультетах есть бюджетные места и практически на всех специальностей. Единственное, у нас направление дизайн в этом году, полностью коммерческая группа, и психологические. Но на следующий год у нас дизайн будет бюджет. Если вдруг кто-то не торопится поступать и есть время, можно будет поступить на следующий год. А психологи, они достаточно давно и по всей, по-моему, уже Башкирии, к сожалению, только коммерческие места, поэтому такая специфика. Также спрашивают, в этом году студенты будут учиться очно? Пока очно. У нас и сейчас студенты учатся очно. Если не будет каких-то дополнительных распоряжений, каких-то нормативов, то очно. Но единственное, у нас, конечно, соблюдение масочного режима. Где-то на каких-то мероприятиях это будет и соблюдение дистанционного какого-то такого правила. Да? И, конечно же, везде все корпуса оборудованы в соответствии с Анпином. Есть места для обработки рук, там места, где нужно выбрасывать маски. Это все есть, предусмотрено, разметки. Вы когда придете к нам поступать, вы все это увидите. Замер температуры вас встретит первым. Также вопрос очень интересный. Бывает ли у вас недобор? На бюджетные места недобора никогда не бывает. На внебюджете у нас, в принципе, здесь такой нюанс. Мы тоже, если берем внебюджетную коммерческую группу, то она должна быть сформирована как группа, то есть полноценно. Не бывает групп там из 5-3 человек, да, тут обычно добирается. И бывает такие, но очень редко тоже ситуация, если вдруг у нас не добрали до какой-то рентабельной группы. Это очень редко. Внебюджет есть на всех направлениях предусмотрен, поэтому здесь не стоит отчаиваться. Но сначала вы будете участвовать в конкурсе на бюджет, если он там есть. Если там так сложилась конкурсная ситуация, что вы
не попали на бюджет, тогда вы уже будете участвовать в конкурсе на внебюджетные места. И здесь тоже опять нюанс такой, что без вашего согласия, вот там галочку нужно будет нажать в нужном месте, вас не смогут зачислить, потому что некоторые думают, что если вот как бы они уже подали на внебюджет, автоматически они проходят, главное деньги заплатить. Нет, здесь тоже есть нюанс. В приказ вы попадете только при наличии согласия, при условии, что вы оплатили, внесли какую-то часть уже денег, да, и на основании вот этого вашей квитанции об оплате будет заключен с вами договор. И вот когда вот этот договор мы уже увидим, тогда вы попадаете в приказ, не наоборот. Потому что тоже много вопросов попадает, почему у меня нет в приказе, и я где-то там оплатил и не принес даже квитанцию. Такой вопрос. Сколько баллов в среднем набирают на творческом экзамене? Ну, на творческом здесь, максимально творческий оценивается как и ЕГЭ 100 баллов. Минимум нужно будет набрать на творческом, чтобы как бы проходной был там, 50 баллов нужно набрать. Ну, естественно, там тоже чем больше ваши баллы. Это, кстати, вот такая, эти специальности, они дают возможность проявить себя и свои возможности, да, потому что это вот экзамен, который зависит только от вас. Только вы можете повлиять на его оценку. Тем более это творчество, как бы тут не нужно знать высшую математику, еще что-то. Это такой шанс набрать максимально хорошие баллы и, соответственно, вот за счет вот этого экзамена как бы повысить свой рейтинг. Но там, конечно, все такие же будут, поэтому готовьтесь, ко всем экзаменам готовьтесь. Также просят поподробнее рассказать о приеме согласия на зачисление. Получается, имеет преимущество тот, кто даст согласие раньше? Здесь, смотрите, у нас, как я уже говорила, есть сроки подачи согласия. Вот главное, чтобы до 6 вечера вот этого дня у вас было согласие. Если его не будет в нужное время, то просто мы не сможем, у нас просто программа автоматически не сможет вас как бы принять. Даже если вы сильно захотите позже вдруг там что-то изменить в своем личном кабинете и поставить галочку, что вы согласны, это просто будет технически невозможно сделать. Поэтому очень внимательно смотрите, у вас будет прикреплено в вашем личном кабинете, будет такая вкладочка будет со всякими полезными документами. Я тоже рекомендую ее в первую очередь посмотреть, что там висит. Там все будет только для вас полезное, все подсказки, все даты, сроки, что нужно знать, на что обратить внимание. Вот это все там будет. Поэтому тоже смотрите личный кабинет, изучите хорошо. Это вот главный совет. Также спрашивают про творческий экзамен по дефектологии. Нужно выучить рассказ сочинений или можно прочитать? Так, вот здесь вот очень такое специфичное, нужно посмотреть программу вступительных испытаний, как там написано. Не могу сейчас сказать, допускается ли чтение, но то, что его нужно, даже если вы прочитаете, либо вы будете его как бы пересказывать на память, однозначно внимание только на дикцию, чтобы не было каких-то дефектов речевых. Поэтому порепетируйте. Вот я говорю, посмотрите консультацию прошлого года, там вот эти вот все нюансы будут вам объяснены, потому что очень специфично. Я сама информатик, не могу сказать. Ну и также вопрос, если подавать документы дистанционно, нужно ли где-то регистрироваться? И вообще, как ребятам подать дистанционно документы? Здесь все просто. Если вы когда-нибудь регистрируетесь в какой-нибудь социальной сети, принцип такой же. Здесь, наверное, просто вопрос возникает, не видят нигде эту кнопку создания личного кабинета. Она появится только 14 июня, когда мы начнем прием документов. Раньше вы ее не увидите. Она появится, можно будет зайти через наш сайт. Будет, скорее всего, красного цвета. Большая кнопка сверху, обычно в правом углу она. «Поступить» будет называться, либо там «Зарегистрироваться». И вы попадете в обычную форму регистрации. Там вам нужно будет вбить свои данные. Это имя, фамилия, отчество, это ваши контакты, ваши дата рождения, место прописки. Потом нужно будет подгрузить сканы от 3 документов, как я говорила, это паспорт. Здесь обычно нужно подготовить страницу, там где фотография, и страницу с пропиской. Нужно будет, если вы после школы, аттестат отсканировать, либо сфотографировать тоже вот с оценками, все, что есть, сфотографировать. Если вы после колледжа, это ваш диплом, нужно будет со всеми приложениями. И СНИЛС. И там еще нужно будет обязательно, обратите внимание, сколько где галочек поставить. Вам нужно будет поставить галочку, дать согласие на обработку персональных данных, на то, что вы ознакомились с правилами приема, они у вас будут тоже в личном кабинете, о том, что вы больше, если на бюджет поступаете, еще в другие вузы, не нарушаете другие правила. Поэтому здесь, кстати, тоже такая подсказка. Как вы знаете, что в несколько вузов могут поступать одновременно, и если вы вдруг дадите свое согласие на зачисление,
сразу в несколько вузов. У вас может такая сложиться нехорошая ситуация. Мы все по итогам зачисления подгружаем все данные в одну и ту же систему, все университеты. И когда станет ясно, что вы дали согласие и зачислены в несколько вузов, вас может технически выкинуть со всех вузов. Поэтому никаких у вас там каких-то там льгот в том плане, что перепоступить, еще что-то перепадает, согласие передумать, такое, ну, может сложиться нехорошая ситуация. Поэтому вот в эти дни посмотрите по всем вузам, куда вы там подавали, да, какие сроки подачи согласия, куда вы точно хотите, подумайте, прежде чем вот эту галочку нажать. Потому что, допустим, вы-то, может быть, и поступите на несколько университетов, в несколько вузов, а кто-то другой в этот момент из-за вас не поступил. Поэтому относитесь с уважением к таким же, как и вы. Ну что ж, дорогие друзья, время нашего эфира подходит к концу. Мы благодарим вас за ваши вопросы. Мы надеемся, что мы дали на них ответы. Мы ждем вас в следующем учебном году в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы. До новых встреч, дорогие друзья! До свидания.